Одной из самых важных и животрепещущих тем на сегодняшний день являются вопросы, связанные с обеспечением населения электроэнергией, отметил глава государства, открывая совещание. Поэтому первая его часть была посвящена сложившейся ситуации в энергетической отрасли страны. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы обсудить эти вопросы, посмотреть, что мы смогли сделать и что мы должны сделать дальше для устойчивого и постоянного обеспечения электроэнергии нашего населения. Население справедливо возмущается, и их возмущение вполне понятно. Вчера, позавчера, на прошлой неделе были отключения, были аварии. Кто сейчас нас проинформирует о том, что было сделано? Высоковольтной линии электропередачи 110 киловольт, ПЛ Бакмаран-1. Линия оборвалась, это было вечером, но уже не представлялось возможности его устранения вечером. Приступили к работам рано утром, и в 11 часов уже была устранена авария. Причина аварии была в чем? Причина аварии – перегруз на линии 110 киловольт Бакмаран-1. Номинал его 450 ампер, уже 550 ампер несет эта линия. Причина перегруза состоит в чем, в свою очередь? Повышение нагрузки по всей сети, в нашей силе энергосистемы. По словам Тенгиза Гиржинба, проблемы в энергоснабжении из-за выросших нагрузок, что в свою очередь связано с сезонным похолоданием и нелегальными подключениями к электросетям. Президент поинтересовался, как выполняется его поручение по составлению списков майнеров, которые Черноморэнерго должно было передать в МВД. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе мы встречались. Вы, министр внутренних дел, вице-премьер. Мы с вами договорились о том, что вы в Министерство внутренних дел передадите списки определенные, по которым МВД будет работать. Это поручение выполнено? Списки мы получили по Гагре и по Гудауте. Мы работаем, взаимодействуем. Группа сформирована. Нам нужна группа с госстандарта и определенная группа с Черноморэнерго, и мы готовы выезжать. Товарищ министр внутренних дел, госстандарт, министр экономики. Для вас и для меня, и для присутствующих здесь ни для кого нет выходных дней. Это ясно? Этот термин забыть. Выходных дней ни для кого нет. Вот в это время. Потому что такова обстановка. Это касается не только вас, всех присутствующих в этой аудитории. Сегодня должны быть вечером результаты. Глава госстандарта Галуст Трапезанян проинформировал, что за последнюю неделю было отключено 43 нелегальных потребителей электроэнергии, и работа в этом направлении продолжается. Сколько машин изъято? 43 по незаконным подключениям по получению официально данных Черноморэнерго. Мы вместе по городу Сухум 28 и по районам получается еще 15. Вот мы эти отключения провели. Кое-где мы сделали акты и передаем в суд по незаконным подключениям. А все остальное мы отключаем. Выслушав данный отчет, президент поручил министру экономики Кристине Узган наладить системную работу по противодействию незаконным подключениям, отслеживать результаты в ежедневном режиме и еженедельно подводить итоги проделанной работы. Значит, Кристина Константиновна, мы можем какую-то системную работу в этом ключе наладить? Что для этого нужно? Чтобы информация постоянно собиралась где-то, чтобы вы знали о том, что работа идет в ежедневном режиме. Что для этого надо сделать? Чтобы это не носило такой характер аритмии. 2 дня мы поговорили, и на 5 дней все забыли. Ситуация обстоит следующим образом. В принципе, Министерство внутренних дел на систематической основе официальную информацию направляет в Кабинет министров по тем мероприятиям, которые они проводят. Кристина Константиновна, за прошедшую неделю какой результат деятельности? В официальной информации, которая к вам пришла, за неделю что сказано? За последнюю неделю как раз речь шла о формировании списков со стороны Черноморэнерго. Мы, когда у вас совещание проводили, было сказано, Кристина Константиновна, то, что мы проводили совещание у меня на прошлой неделе, я думаю, аналогичное совещание мы проводили год тому назад тоже. На совещаниях не остался ни один вопрос, который мы не обсудили.
Проблема у нас с реализацией на практике тех вопросов, которые мы обсуждаем. Мы об этом уже говорим неоднократно. Наладить системную работу в плане противодействия не удалось. Ее нет. Она носит характер периодически. Иногда она есть, иногда ее нет. Аслан Георгиевич, могу дополнить? Да. Значит, тут ситуация следующая, да, если подойти объективно к вопросу, то у нас потребление в летний период в рамках профилактических мероприятий, которые осуществлялись Министерством внутренних дел и Службой госбезопасности, дали определенный результат. У нас июль, август, сентябрь было достигнуто снижение показателей среднесуточным на 1 миллион киловатт-часов. У нас, соответственно, по октябрю месяцу ситуация ухудшилась, поэтому была инициатива, значит, на вашем уровне провести такую встречу, вами даны были поручения, сейчас мы активизируем эту работу. В данном случае координацию правительства осуществляло и будет осуществлять дальше. Каждое ведомство в своем направлении эту работу проводит. Определенный вопрос связан с тем, что по октябрю у нас показатели значительно ухудшились, и превышение потребления составляет 1,7 миллионов киловатт-часов, практически по всем районам идет превышение. Далее была затронута тема собираемости платежей за потребленную электроэнергию. Как отметил Гиржинба, по сравнению с предыдущими годами собираемость увеличилась всего на 3%. Это ни о чем. Мы не можем говорить о том, что мы достигли какого-то уровня собираемости. Как повысить собираемость? 40 копеек как получить с людей? Глава администрации президента Алхас Квицыния предложил не выдавать различные справки и документы без погашения задолженностей за электроэнергию. Кристина Озган отметила, что в одно время в селах практиковалось отключение от сети неплательщиков. Однако все предпринимаемые ранее меры не давали должного результата, поскольку контроль на местах очень слабый, а платят за свет одни и те же. Как одну из возможных мер воздействия на неплательщиков, Кристина Озган предложила обнародовать в районах списки должников. На мой взгляд, контроль на местах, безусловно, слабый. В данном случае ни в коей мере не снимая ответственность с министерства и с Черноморэнерго. Я, безусловно, понимаю, что мы должны за это нести ответственность и этим заниматься. Но эта проблема сформировалась не в 2021 году и не в 2022 году. К сожалению, проблема с платежами за электроэнергию сформирована на протяжении последних десятилетий. И она значительным образом не менялась даже тогда, когда у нас таких перебоев и проблем с электроснабжением не было. И, на мой взгляд, безусловно, люди тоже должны осознавать свою социальную ответственность. Если мы хотим, чтобы у нас в доме горел свет, мы должны за это платить. Аслан Бжания поручил главам министерств и ведомств отслеживать процесс оплаты за электроэнергию среди своих сотрудников. Все руководители, министры, определите у себя в ведомствах ответственные лица. Проведите совещание. Пусть хотя бы ваши подчиненные покажут вам квитки о том, что они за свет заплатили. У нас в бюджетной сфере работает 17 тысяч людей, руководители которых здесь представлены в этой аудитории. Посмотрим, что это может дать. Я абсолютно уверен в том, что 30% наших с вами подчиненных, а может даже еще больше, за электричество не платят. Президент также поручил до конца года закрыть задолженности за электроэнергию бюджетных организаций и предприятий. Главе президентской администрации поручено провести работу на местах, еженедельно выезжать в районы, собирать в наиболее проблемных по оплате селах актив и проводить встречи. Участники совещания также обсудили вопрос организации перетока электроэнергии из России. Министр экономики Кристина Озган проинформировала, что Минэкономики совместно с Минэнерго России подготовили материал. Документ согласован с российской стороной. В нем определены объемы, необходимые для обеспечения энергоснабжения республики на ближайшие 5 лет. Документ учитывает объемы потребления и проблемы технического характера. Баланс потребления электроэнергии подготовлен. Более того, в эту программу погружены все мероприятия, которые предусмотрены дорожной картой, в том числе вопросы, связанные с счетчиками, вопросы, связанные с реновацией объектов энергосистемы, объем снижения технических потерь, план тарифной политики и, соответственно, коммерческие объемы поставок. Вот этот баланс весь подготовлен.
Создание технопарка стало следующим вопросом, который обсудили участники встречи. Кристина Озган отметила, что коммерческое потребление электроэнергии для майнинга предусмотрено в общем объеме поставок, но с форматом, в котором будет осуществляться проект, абхазская сторона должна определиться на месте. Кроме того, еще не определен тариф, по которому будет оплачиваться электроэнергия в технопарке. Предварительно Озган назвала сумму в 3 рубля 60 копеек за киловатт-час. Но я думаю, что нам надо будет в рабочем порядке все-таки это обсудить и потом уже, наверное, принимать решение. Средняя цифра до 26 года 670-680 миллионов киловатт-часов. В год. В год. Это коммерческий переток, это значительная сумма. Она бы сняла все вопросы, но надо к этому подойти. Там и социальный переток достаточно высокий, то есть надо доработать. В ходе совещания президент затронул и вопросы крупных проектов аэропорта и газификации. Кристина Озган доложила, на каком этапе находится процесс по согласованию и подписанию договоров. По ее словам, до конца года должен быть утвержден проект дорожной карты по запуску аэропорта и подписан договор с проектным институтом. Также до конца года ожидается подписание соглашений по газификации республики. Аслан Бжани отметил, что некоторые высказывают мнение о том, что проект по запуску Сухумского аэропорта не реализуем. Хотел бы вас проинформировать, что это не так. Этот проект вполне реализуемый. Такого рода проекты нам не приходилось ранее реализовывать. Для реализации этого проекта необходимо проявить большое количество знаний и умений и ни в коем случае не останавливаться. А о том, что проект окупит себя, говорят и предварительные цифры. С учетом развития туристической сферы пассажиропоток будет достаточным для безубыточного функционирования аэропорта. Вот если поднять данные за 2019 год, там в сезон 4 рейса, если будет в день, то это точка безубыточности. Это документы, которые я читал. Надеюсь, что они корректны, потому что это документы, которые были составлены в Росавиации. Вот только на одном объекте. Как раз таки мы и говорим, что мы планируем 2024 год. Реализация проектов в Пицунде 2025-2026 год. Я уже не говорю о том потоке, который сложился. Также на совещании обсуждался вопрос реализации новой программы льготного кредитования бизнес-проектов. Кристина Озган сообщила, что проекты на 10 миллиардов рублей по этой программе отобраны и направлены на предварительное согласование в Москву. Глава государства поручил подготовить и отобрать дополнительные проекты, поскольку согласования пройдут не все. Речь на совещании шла и о ремонте тоннеля и 3 мостов в Кадорском ущелье, который будет проведен в рамках инвестпрограммы в 2022 году. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.